Доброе утро нашим самым ранним телезрителям телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха». Меня зовут Павел Танин. Вместе с вами сегодня встречаем этот день, 12 июля на календаре, программа «Утро Якутии». Ну и ни в коем случае советуем вам, конечно, не переключаться, потому что наши коллеги, впрочем, как и всегда, подготовили все самое интересное и полезное этим утром. Сегодня познакомимся, например, с девушками, которые по праву считаются представителями самой романтичной профессии гражданской авиации. Также узнаем, сколько молодых семей появилось в республике за последний год. Увидим, как прошел парад невест и парад колясок в столице республики, в городе Якутске. Ну а любителям сбора ягод будет полезная информация о штрафах, которые можно получить, собирая дикоросы. Ну, такие, к слову, имеются. Ну а начнем мы наш эфир по традиции с рассказа о погоде. В центральных районах Якутии температура воздуха сегодня 15-16 градусов. В заречной группе 15-20. В южных 12-14. В Вилюйской группе 15-18. В Нижнеленских районах 16 градусов. В западных 15-16. В Колымо-Индигирской группе улусов 14-25. В Янских 12-17. На северо-западе 5-11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 17 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь, временами гроза, ветер западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 24-26 градусов. На календаре 12 июля Петр и Павел час убавил. Смысл этой пословицы прост. 12 июля, когда на Руси отмечается праздник апостолов Петра и Павла, солнце должно проходить свой путь по небосклону от горизонта до горизонта на час быстрее, чем в самые долгие световые дни с 21 по 24 июня. Чем еще примечателен сегодняшний день, узнаем сейчас. 12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Считается, что профессия возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека для обеспечения сервиса в полете. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было небезопасно. Сегодня также День фьорда в странах Скандинавии. Праздник отмечают 3 дня. По народному календарю 12 июля – Петров день. Если идет дождь, то весь сенокос будет мокрый, а смена погоды, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулит плодородие. 12 июля 1561 года на Красной площади в Москве осветили Покровский собор, известный как Храм Василия Блаженного. 12 июля 1783 года в Петербурге создали Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В этот день в 1917 году в ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применили отравляющий газ иприт. Сделала это Германия с целью сорвать наступление англо-французских войск. 12 июля 1943 года в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны – Курская битва. 12 июля 1988 года СССР запустил автоматическую межпланетную станцию Фобос-2. 12 июля 1854 года родился Джордж Истман, американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak. В этот же день в 1876 году родился Сергей Удочкин, русский спортсмен и один из первых русских летчиков. 12 июля 1884 года на свет появился Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор. 12 июля 1946 года родилась Валентина Толкунова, советская и российская певица, народная артистка РСФСР. Именины в этот день отмечают Григорий, Павел и Петр. Ну, как уже было сказано, сегодня отмечается Всемирный день бортпроводника. Он, в принципе, имеет фиксированную дату и в 2022 году, как и в любом другом, отмечается 12 июля. Работа на воздушном судне, она овеяна ореолом романтики, но в то же время требует немало, конечно же, мужества, отваги и даже самопожертвования. О том, как полюбить небо, поговорим с нашими первыми гостями сегодняшнего эфира. Это бортпроводники авиакомпании «Якутия» Екатерина Богачева, Ольга Ситникова. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, поздравляю с профессиональным праздником.
Спасибо. Вот, так понимаю, на эфир к нам прилетели. Да. Вот, за эфиром пообщались, вы вот буквально вчера были у вас рейс, маршрут, Да. как правильно это говорится. Да, у меня был рейс во Владивосток. Здорово. Вообще, давайте начнем со снов, скажем так, как в профессию попали. Может быть, это какая-то история или там прям мечта детства была, или, возможно, случайность абсолютная, которая вот связала жизнь с самой любимой работой. Да, у меня получилось то, что это действительно мечта детства. Я с детства мечтала об этом. После окончания университета ко мне пришла подруга и сказала, что идет набор в авиакомпанию. Мы решили туда пойти вместе. К сожалению, по семейным обстоятельствам у нее не получилось все-таки прийти на кастинг. Вот. Ну, придя на кастинг, пройдя несколько этапов, меня взяли в авиакомпанию. От чего я визжала, просто, мне кажется, моего счастья не было предела, потому что визг стоял очень громкий. Екатерина, а ваша история? Все банально. Точно так же я очень сильно хотела попасть в эту профессию. Училась я не по профессии, но когда закончила университет, я решила, что все-таки, да, хочу. Готовилась, пришла в авиакомпанию, прошла все кастинги, и вот я здесь. Но вообще сложно ли стать бортпроводником, вот говоря про кастинги, какие-то очень серьезные там требования, или все-таки достаточно все приземленно, и любой человек может попытаться хотя бы, ну, девушка? Ну, попытаться может, наверное, каждый, но все-таки есть определенные, как бы... Трудности, здоровье, главное здоровье. Мгм. Это самый, наверное, главный критерий. Ну и желание. Желание. Если есть желание, то попадешь. Что все получится. Да, это все получится. Ну, вот нас смотрит молодежь, то есть, да, кто-то еще стоит на пути там, поиска своей профессии, выбора дальнейшей своей судьбы. Ну и, наверное, с точки зрения профориентации, наверное, в какой-то степени, расскажите о сложностях профессии именно. То есть понятно, что мы всегда видим лицевую сторону, все красиво, небо, полеты, но всегда же есть и обратная сторона медали. Ну, знаете, наверное, основная сложность этой профессии — это, конечно, смена часовых поясов. Это очень сложно. Очень сложно привыкнуть к тому, что ты прилетаешь, а в другом городе разница там, в 6 часов с твоим постоянным местом пребывания. Это, конечно, сложно, поэтому приходится спать тогда, когда приходится. О режиме, наверное, можно забыть. Ну и, конечно, большая степень ответственности. Ты понимаешь, что каждый твой рейс не похож на другой, и за твоей спиной 150 пассажиров. Конечно, сложно. Опасно. Но если ты любишь это дело, в любом случае, мне кажется, никакие преграды тебе ни по чем. Ольга, у вас, может быть, что-то есть добавить к вопросу именно о сложности? Ну, сложности — это, наверное, семейная часть, дети и построение и совмещение непосредственно своей работы с семьей. Мгм. Своего графика, опять же. Сложности. Я не знаю, я уже настолько привыкла, что, мне кажется, их нет. Привыкаешь, да. Просто уже адаптируешься к своей жизни. Ну, действительно, Такой особый темпоритм да, уже. это уже образ жизни, то есть ты уже планируешь, где-то смотришь, подстраиваешься, то есть и, к сожалению, семье приходится подстраиваться под тебя. Ну, вот упомянули часовые пояса, но помимо часовых поясов, может быть, было что-то еще, ну, может быть, несколько пунктов, к чему приходилось привыкать, ну, потом впоследствии, конечно же, привыкли, я так понимаю. Ну да, конечно, ты уже привыкаешь, что ты прилетел, и ты должен лечь, отдохнуть, поспать. И ты уже подстраиваешься под тот город, в котором ты находишься. Очень сложно планировать, кстати, свое время дальнейшее, свои выходные, потому что... Да, Мы у нас... знаем свой план только на 2 дня вперед. Да, там очень сложно распланировать какие-то отпуска, выходные и встречи с друзьями. Ну а отпуск ты в начале года планируешь, то есть ты в дальнейшем... Ничего поменять ты не можешь. Понятно. Ну вот смотрите, есть такая интересная ситуация в мире, да, жительница Бостона, и проработавшая в авиации 65 лет, вот выписали мы специально, ее назвали самой продолжительной стюардессой в мире, ну именно по стажу, по времени работы, по версии рекордов Гиннесса. 86-летняя Бет Нэш, она, кстати, до сих пор работает в авиации, бортпроводницей. Можно ли это считать каким-то таким ориентиром, на который стоит равняться в плане работы? Планируете ли вы так долго проработать? Ну нет. Надеюсь, что нет. Видимо, Бет Нэш очень влюблена в свою профессию и небо. Ну и всегда, когда общаемся с бортпроводниками, конечно же, главный вопрос, какие-нибудь интересные истории из работы, то есть нештатные ситуации какие-то, вот такие прям запомнились они очень сильно, бывали ли?
Ну давай, расскажи свои истории. я Так, потом ну, у меня была история перед Новым годом, буквально 30 числа я выполняла рейс Якутск-Екатеринбург, Санкт-Петербург, и пришел пассажир на борт, пара, и он хотел сделать, ну не хотел, он сделал предложение девушке на борту самолета. Ну, соответственно, он попросил о помощи, о поддержке, потому что он очень волновался, переживал. Вот. И, ну, конечно, все пассажиры были приятно удивлены, плюс девушка в диком восторге. Знаешь, мурашки. Ну, это да, это великолепно, мне кажется. Красиво очень, Не да. забывай. Ну, а вообще у нас, конечно, у компании есть такая услуга, и поздравления, и помощь в организации каких-то поздравительных моментов на борту воздушного судна. То есть можно, в принципе, Да, где-то на можно стойке регистрации не на подойти? стойке, надо просто на сайт авиакомпании написать, что вы летите таким-то рейсом, и вы хотели бы, например, чтобы вас поздравил командир на борту воздушного судна. Ага. И компания, соответственно, поможет в этом. Клиентоориентированность. Ну и в Да. завершении нашей беседы замечательной, у вас есть уникальная возможность поздравить своих коллег по цеху, подруг и товарищей. Так, ну что хотелось бы сказать. Конечно, от всей души хочется поздравить наших коллег с Днем бортпроводника, пожелать им чистого неба, Да. приятных полетов, мягких пассажиров и улыбок побольше. Екатерина, есть что добавить вам? На самом деле, Ольга, по-моему, все уже сказала. Единственное, что хотелось бы добавить, это, конечно, крепкого здоровья, да, чтобы оно не подводило никогда. Вот. И счастья в семейной жизни, потому что без семьи в любом случае никуда, как бы вы не были влюблены в свою профессию, семья — это, наверное, все-таки самое главное. Вот. Екатерина, Ольга, еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным большое. праздником. Желаю вам успехов в вашей работе и не терять этот энтузиазм и любовь в небо и к своей профессии непосредственно. Спасибо большое за эту беседу. Я, дорогие телезрители, вам хочу напомнить, что мы, в принципе, работаем в прямом эфире. У вас есть всегда уникальная возможность к нашему эфиру присоединиться. Например, написать сообщение на наш номер 8 914 273 4488. И также не забывайте про наш телеграм «Утро Якутии». В телеграме просто можете найти по поиску слитно, и все у вас получится. Какие-то приятные ваши новости, опять же, поздравления, события или что-то интересное есть вам что рассказать, мы обязательно это посмотрим, по возможности прочитаем. Ну и говоря о семье, вот наши гости упомянули в конце, что семья — это самое главное. О семье мы сегодня также поговорим, но это будет уже после небольшой паузы, которая прямо сейчас нас ожидает. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. После спада воды начнется подсчет ущерба в пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах Верхоянского района. Для точной оценки на места вылетит правительственная группа. Во время работы комиссии по чрезвычайным ситуациям Айсен Николаев распорядился ускорить работы по оценке ущерба, чтобы люди начали получать положенные выплаты. Особое внимание глава поручил обратить на объекты теплоснабжения, провести восстановительные работы до начала отопительного сезона. Сразу после спада воды приступить к ремонту дорожного полотна, а также посчитать точный ущерб сельхозугодий для оказания помощи аграриям. Также Айсен Николаев поставил задачу подготовиться ко второй волне паводка, которая ожидается в эти дни. Тем временем 35 дополнительных коек подготовили для пострадавших от паводка жителей Верхоянского района. Койки разместили в центральной районной больнице поселков Батагая и Верхоянска. Кроме этого, во всех пунктах временного размещения в селах Суордах, Дулгалах и Такума дежурят по одному фельдшеру. Медицинский персонал контролирует количество маломобильных граждан, инвалидов, беременных женщин и детей до 1 года в населенных пунктах для эвакуации населения. Также проведены противоэпидемические работы в аэропорту Якутска при встрече 2 бортов с жителями Верхоянского района. В последнее время в Якутии наблюдают изменения климата, лесные пожары, вырубка леса. Эти факторы влияют на прочность вечной мерзлоты. В итоге мы можем увидеть изменения ландшафта и рельефа.
Напомним, из-за обильных осадков на реках и озерах заметно растут уровни воды. Именно к климатическим изменениям можно отнести подтопление в Верхоянском улусе. Своей позицией с нами поделился научный сотрудник Института мерзлотоведения. Когда нарушается климат или пожары, лес по каким-то причинам начинает вырубать, начинают таять эти льды. Когда тают эти льды, конечно, очень много воды освобождается. Это 40-летний цикл потепления, похолодания. В 1940 году было очень такое, много воды было, дождей очень много было вот в начале войны. В 80-м году было холодно, а сейчас в 20-х годах очень тепло стало. Поэтому мы должны сказать, уже по природе должно идти похолодание. И наблюдается, уже пойдет похолодание. Но процесс-то медленный, инерционный. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 18 июля, сообщает пресс-служба Росавиации. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну и продолжая мотив наших коллег информационной службы, главной новостью прошлой недели стало завершение 8-х спортивных игр народов Якутии. На закрытии в стадионе Маягата-Бертхара объявили имена всех победителей и призеров в общекомандном зачете. В первой группе победила сборная Якутска, во второй – Усть-Алданский район, в третьей – Горный район, в четвертой – Оленёкский район. И наши коллеги подготовили для нас интересный материал. Давайте еще раз вспомним, как же прошло главное спортивное событие этого года. Мы находимся у входа на стадион Маягата-Бертхара, где проходят спортивные соревнования, ставятся новые рекорды и зажигаются новые имена на спортивной арене. Накануне дня закрытия игр народов Республики Саха-Якутия предлагаю вспомнить не менее знаменательные моменты из культурной программы игр. Первый день состязаний в селе Барагонце открыли новый стадион Маягата-Бертхара. 5 июля в селе Барагонце на стадионе Маягата-Бертхара состоялось торжественное открытие игр. Олимпийский чемпион Давид Мусульбес посетил соревнования, провел встречу с представителями спортивной общественности, участниками игр, журналистами и воспитанниками спортивных школ республики. А 5 июля памятник легендарного Легоя Тойона. Также присвоили его имя центральной площади Мирюнского наслега. В Центральной библиотеке Усть-Алданского улуса провели тематический вечер, посвященный известным людям, внесшим весомый вклад в развитие спорта Усть-Алданского улуса. Работала выставка-ярмарка художественных промыслов «Деревня мастеров». Также для гостей были проведены мастер-классы. В селе Барагонце состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея имени Сеген Арчакып. В местности Налян села Чаран состоялся литературный фестиваль местных авторов «Корсун». Общественная организация «Мандыр» представила лучшие работы, воссозданные по старинным технологиям традиционные предметы обихода народа Саха. В селе Чаран торжественно открыли новый ипподром Налян. Он включает в себя трибуну на 1024 места, сцену, двухэтажную смотровую башню, загон для лошадей на 20 мест. Во Дворце культуры Таян-Мюрю прошла презентация книги Усть-Алдан-спорта «Кемкердитигер». Книга посвящается истории физической культуры и спорта Усть-Алданского улуса, рассказывает о зачинателях физкультурного движения в улусе. В следующем году будет столетие развития физкультурного движения Республики Саха-Якутия. И вот эта наша книга, это как бы она показывает форму. Хочу, чтобы эта книга была образцом.
Ярким мероприятием культурной программы 8-х спортивных игр народов Якутии стал Тын-фест. Фестиваль живой музыки состоялся в парке отдыха районного центра. В мероприятии приняли участие 18 коллективов из Хангаласского, Амгинского, Татинского, Чурапчинского, Усть-Алданского улусов, Якутска и села Хатасы. Мы же на такой музыке выросли, поэтому для нас это ностальжи. Очень хорошая музыка, энергетика супер! Спортивные игры народов республики стали уникальным событием в истории нашей республики. За 6 дней прошли не только захватывающие спортивные соревнования, но и богатейшие культурные события. Учреждения культуры подготовили 100 культурных мероприятий. Говорим спасибо, барагонцы. Встретимся на следующих играх. Все понравилось, организовано очень хорошо, хотя погода немножко помешала. Хочу объявить вот всем главе нашего улуса и всем организаторам, всем нашим вот жителям нашего улуса Усть-Алданского. Хочу поблагодарить. Провести 9-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в городе Нюрба Нюрбинского района Республики Саха-Якутия с 7 по 11 июля 2027 года. Что ж, действительно невероятное главное событие спорта. Не убавить, не прибавить, что называется. Невероятная атмосфера. Ну и надеемся, конечно же, что в будущем сильнейшие спортсмены, наши сильнейшие спортсмены будут радовать своими достижениями. Вот лично мне бы хотелось, чтобы в дисциплинах добавилось водных видов спорта. Ну, почему бы и нет. Видимо, об этом, кстати, мечтает и моя коллега Полина Долинская, которая решила разобраться, что же такое сапсерфинг или пэдлбординг. Что это и что из этого вышло. Давайте посмотрим. Сапбординг – это довольно молодой вид спорта, который является одной из разновидностей серфинга. Сап комплектуется специальным веслом, с помощью которого и осуществляется управление. Кататься можно не только стоя или на коленях, но и даже сидя. С такой доской вы можете устроить отдых на любой водной поверхности, будь то речка, озеро, тихая вода или даже волны. В современном мире модным это развлечение стало в последние 10 лет. В настоящее время сапбординг находится на пике своей популярности среди любителей активного отдыха на воде. Он может совмещать в себе прогулку, рыбалку, йогу и даже медитацию. Без сомнений, каждый в нем находит что-то свое и для себя. Очень нравится плыть по течению, очень нравится вообще созерцать природу. И я ощущаю такое, наверное, внутреннее спокойствие и соединение с волнами, с водой. Вот. Но это что-то очень такое душевное. Мне нравится дышать свежим воздухом, пока я плыву. Вот. И мне нравится, что я в контакте вот как раз со стихией. Сапборд – это отличный способ поддержания формы, который способствует развитию чувства баланса и контроля тела. Когда вы занимаетесь, в работу вовлечены практически все мышцы. Освоить доску очень легко. Люди учатся буквально за день стоять на доске. Также такой вид спорта не имеет возрастных ограничений. Сапбордингом может заниматься как ребенок, так и взрослый. Сегодня мы попробовали такой летний вид отдыха на воде, как сапсерфинг. Лично мои ощущения, эмоции, я, конечно, и все свои косички замочила. И после того, как сходишь с воды обратно на берег, ноги трясутся с непривычки, болят плечи от этой вот постоянной гребли. Но эмоции потрясающие, они действительно, вот есть такая приятная усталость одновременно с каким-то расслаблением и каким-то умиротворением внутри. Так что, друзья, я вам всем советую. Непревзойденно простой в использовании и многогранный сапбординг – это спорт и образ жизни, который разделяет вас на расстоянии одного грибка от больших и малых приключений. Ну, спасибо моей коллеге за такой интересный, познавательный сюжет. Вообще, спасибо, благодарю. Интересно, а сколько раз в день мы используем добрые слова?
Человека в большинстве случаев судят по поступкам и поведению. И чтобы сложить о себе хорошее впечатление, необходимо быть вежливым. Для этого вежливые слова изучают с самого детства. Они помогают выразить эмоции, уважение, сожаление, быть воспринятым правильно и наладить общение. В нашей рубрике «Говорим правильно» мы собрали самые вежливые слова в русском языке и расскажем об их значении. Сегодня наша рубрика посвящена слову «Здравствуйте». Доброе утро, дорогие телезрители! Умение говорить красиво, правильно всегда ценилось в человеческом обществе. И поэтому еще в античности возникла наука об искусстве речи, риторике. Но для того, чтобы наша речь была по-настоящему хорошей, для того, чтобы она могла добиваться коммуникативного успеха, целей общения, вовсе не обязательно знать все азы ораторского мастерства. Вполне достаточно, чтобы наша речь была правильной, уместной, соответствовала необходимым коммуникативным качествам, таким как богатство, выразительность или точность. Но еще важно то, чтобы наша речь соответствовала этике речи, этическим нормам речи и в первую очередь нормам вежливости. Так, для вежливой речи необходимо, чтобы начало контакта, завершение контакта и его поддержание сопровождалось специальными речевыми формулами, формулами вежливости. Таким словом вежливости является слово «здравствуйте». Это нейтральное приветствие, принятое в русском речевом этикете. Если мы обратим внимание на корень этого слова, то, конечно, поймем, что оно родственно слову «здоровье». Действительно, прямое значение слова «здравствуйте» – это пожелание здоровья, пожелание благополучного существования. Конечно, в разговорной речи слово «здравствуйте» часто превращается в «здрасте», даже забавное разжаргонное «дратуте» или «дратуте». Но все-таки в соответствии с нормами орфоэпическими следует говорить «здравствуйте». Давайте говорить правильно. Всего доброго. Английский философ Фрэнсис Бэкон говорил: чтение делает человека знающим, беседа находчивым, а привычка записывать точным. Предлагаем вам взять ручку, записать название литературы из нашей следующей рубрики, посетить Национальную библиотеку, а позже обсудить это произведение, прочитанное со своими близкими. Доброе утро! Сегодня мы хотим познакомить вас с книгой отечественного математика, педагога, писателя начала XX века Емельяна Игнатьева «Астрономические досуги». Это научно-популярная книга, изданная в 1912 году. Автор рассказывает про изучение космоса с древнейших времен до начала XX века. В этой книге вы найдете много интересных фактов, открытий, которые произошли в начале прошлого века. Также вы познакомитесь с родоначальниками российской астрономии, с удивительными фотографиями звездного неба, с картинами лунной поверхности, сделанные художником того времени Берингером. Также для закрепления изученного материала автор дает в конце каждой главы интересные задачки. Эта книга примечательна тем, что она написана на очень понятном и общедоступном языке, поэтому подойдет для взрослых, которые хотят расширить свой кругозор, для школьников старших классов и студентов, которые интересуются космосом и хотят изучить астрономию. С этой и другими уникальными книгами дореволюционного периода вы можете познакомиться в научно-исследовательском центре книжных памятников Национальной библиотеки и виртуальной выставке «Космос в дореволюционной литературе» на сайте Национальной библиотеки.
«Зажги свои калории». Вот таким лозунгом ознаменовала свое увлечение жительница Тбилиси. Алина Рязанова делает реалистичные свечи, которые сложно отличить от настоящих десертов, фруктов и цветов. Алина по образованию юрист, однако всегда считала творчество своим призванием. 4 года назад девушка переехала в Грузию из Казахстана и решила воплотить в жизнь мечту создавать нечто яркое и необычное. Свечи не только выглядят и пахнут как настоящие сладости, фрукты и ягоды, но и совсем не вредят здоровью. По словам мастера, она создает изделия из сырья, которое применяется даже в пищевой промышленности. В чем уникальность свечей такого стиля food candles? В первую очередь то, что наш мозг, он не отличает, съедобно это или нет. Он видит красоту, чувствует аромат и уже выделяет гормоны счастья. Все мы для своих близких и для себя любимых, конечно же, ищем самые уникальные подарки, чтобы это было ни на что не похоже, чтобы это удивило, вызвало вау-эффект. Поэтому лучший вариант из того, что я нашла для себя, как реализоваться в творчестве, это свечи, которые хочется съесть. Действительно, подобное хобби способствует выработке эндорфинов, а вот герои нашего следующего сюжета получают максимальное количество гормонов счастья и удовольствия от повседневной рутины. Скучать им не приходится, ведь у них большая семья. Конечно, это множество забот и хлопот 24/7, как говорится, но еще больше поводов для радости и гордости. У семьи Моисеевых из поселка Серебряный Бор 5-кратное счастье. Так что 7 «я» — это точно про них. В их гостеприимном доме побывала Тамара Игнатьева. У Моисеевых все домашние дела спорятся. Резать салат начинает Настя, а следом еще 2 пары рук. 4 девочки и 1 мальчик. О таком счастье Светлана с мужем и мечтать не могли. Там, где 1, там 2, там 3 и так далее. И вообще мы мальчика ждали. Вот у нас 5-й мальчик, поэтому мы уже вроде как это самое. Хотя муж у нас решил не останавливаться на этом. Поэтому дети — это прекрасно. Я их обожаю. Они такие интересные, все разные. Ой, это просто чудо. Культ детей в семье прививается с пеленок. Сами малыши недавно только заговорили, а уже нянчат своих детей и мечтают о собственной большой семье. А у тебя сколько детей будет? 10. У многодетной семьи свое подворье, где что только не растет. Витамины можно кушать прямо с кустов, а осенью все это будет закатываться в банки. Огурцы мы едим постоянно, ухаживаем за ними. Их много, потому что детей много любят. Это арбузы. Еще не срывали, но надеемся, урожай будет неплохой. Дети с радостью помогают ухаживать за огородом. Даже у 2-летнего Добрыни есть желание помочь с поливом. Одна одно сделает, другая другое. Сильно не нагружать. По мере возможности. Со старшими, конечно, построже надо, с младшими найти уже более-менее язык общий. 14-летняя Настя сейчас за старшую. Девочка днем подрабатывает в местном магазине фасовщицей. А самой старшей Ирины, студентки технологического колледжа, дома не было. В скором времени она готовится стать мамой. То есть у Моисеевых в ближайшее время появится уже 1-й внук. Будущий дедушка сегодня на смене, поэтому дома мы его не застали. Рецепт вкусного ужина мы у хозяйки не успели спросить, а вот секретом семейного счастья Светлана с радостью поделилась. Самое главное, это муж, самый главный. Главное, что если он решил, надо уж сделать, как он. И тогда будет лад. И с ним лучше не спорить, потому что сколько я убеждалась, что он всегда прав. Пусть в этой большой и дружной семье всегда будет так же светло, весело и тепло от солнечных улыбок. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерінгрі. Глядя на такие яркие примеры, понимаешь, что создание семьи – это действительно великий подвиг. Если говорить про детей, то родить, конечно же, дать новую жизнь не так уж трудно, но вот вложить в ребенка понятие любви, свободы, веры, совести, ответственности – это вот как раз-таки задача не из простых и местами даже невыполнимых. Недавно в Якутске, к слову, впервые состоялись масштабный парад-фестиваль семейный парад. Давайте посмотрим, как это было.
8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности в столице состоялся республиканский фестиваль, который объединил множество семей со всех уголков Якутии. Гостей и жителей столицы ждали конкурсы, выставки, а также насыщенная культурная программа. И собрали большое количество семей, многодетные, золотые семьи, молодые. Сегодня у нас новобрачные. Сегодня большой праздник семьи, любви и верности. Фестиваль начался с парадного шествия, старт которому был объявлен на территории Государственного якутского цирка и завершился на Комсомольской площади. Участниками шествия стали новобрачные, золотые пары, семьи с детскими колясками, трудовые коллективы и волонтеры. Такой семейный, теплый праздник, и мы хотели быть частью этого праздника. В этот день одним из самых ярких событий стал парад детских колясок. Семья Костроминых специально приехала из Нижнего Бестяха, чтобы принять участие именно в этом мероприятии. Решили сразу поучаствовать, сделали вот якутскую росу в честь столетия Якутской ССР. Мы решили участвовать в честь рождения нашей дочери в 2022 году. Мы решили соорудить башню, Ленский острог. Почему? Потому что это исторический объект основания города Якутска. Для Евдокии и Григория Яковлевых этот день стал особенным, ведь в этом году они отмечают золотой юбилей свадьбы. Они прожили вместе полвека, смогли доказать взаимную любовь, уважение, доверие, преданность друг другу. 50 лет назад у нас была свадьба в Тулагинах. И до сих пор люди помнят вот эту свадьбу, было много людей. И вот до сих пор мы, в жизни были разные проблемы, и радости, и горе, но мы до сих пор живем вместе. А братьям Наговицыным крупно повезло. В этот год их семьи отмечают 3 юбилейные даты. Братья родные, сегодня как сыграли свадьбу старший брат, и 5 лет как мы сыграли свадьбу, и новобрачный мой младший брат. Главной наградой фестиваля стали улыбки на лицах людей, прекрасное настроение, радостный смех детей. Этот праздник – замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Майя Гоголева, Виктор Дичковский, Полина Долинская, Якутск. А следующее видео растрогает многих своей искренностью, чистотой и наивностью. Это победители конкурса новобрачных на лучшее признание в любви и верности в 2022 году. Давайте посмотрим на него. 4 марта, получается, я сказал Саине, давай встречаться. Она мне ответила, что ответ напишет ВКонтакте. Мой ответ состоит из 3 букв где-то. Я такой сразу подумал, нет, и не она. Потом она ответила ДДА. Саина. Олохпор айын көрсөйіп біттен олығын гені көреді. Айыға сөбілі көрбітім әлбәғі. Ән мечәрген, қарақтарген, күлерген, сығыңын, олығы көрірген. Бәйім кейбім бұллым ген әтәбін. Мен айығын таптығы бұд. Очень долго на этот день ждали. Я знаю то, что ты будешь отличной женой. И реведere. Семья – это основа общества и государства. Именно она делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной. Испокон веков в России бережно вообще хранили семейные традиции, передавая их из поколения в поколение. Управление ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия регулярно организует и проводит различные мероприятия, направленные как раз-таки на укрепление института семьи, установление семейных традиций и сохранение семейных ценностей. Об этом в том числе сейчас поговорим с нашим вторым гостем, Сарглана Михайлова, руководитель отдела Госслужбы управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия. Сарглана, доброе утро. Доброе утро. Да, мы, возможно, немножко с опозданием, но, думаю, семья – дело такое, о котором никогда не поздно говорить, а говорить нужно каждый день. 8 июля – День семьи, любви и верности, уже теперь официальный в России праздник прошел. Как он прошел конкретно в органах ЗАГС? Какие-то мероприятия, акции? Этот праздник начался у нас во Дворце бракосочетания прямо с самого утра. 12 семьям с золотым юбиляром супружеской жизни были вручены российские медали за любовь и верность.
Ну, это по линии Минтруда вручаются медали. Ну, ЗАГС принимает активное участие. Вы знаете, мы всегда, даже не по праздникам, а постоянно в течение года чествуем наших юбиляров супружеской жизни. Золотые семьи. Да. Также в этот день были торжественные выписки новорожденных мамочек. Это из Республиканского перинатального центра, из городского перинатального центра. В городском, вот, наверное, показывали сюжет у вас, что родилось именно 8 девочек и 8 мальчиков. 8 июля, как символично совпало. Вот. Также в этот день был парад, вот мы видели уже видеосюжет. По чести ЗАГСа мы принимали участие в подборе молодоженов для этого шествия праздничного. Это было впервые. То есть какой-то прям фильтр был, отбор? Нет, у нас было объявление, мы, в принципе, принимали все пары, но было условие, что нужно быть красивыми в свадебном платье. Вот молодожены не именно, которые сейчас регистрируются, а которые в течение года, с прошлого года зарегистрировали свой брак. То есть вы так фактически им второй день свадебный подарили? Да, это был такой праздник, у них было столько эмоций, они очень были рады тому, что сами приняли участие в этом празднике. И еще у нас был конкурс, вот тоже сюжет показали, конкурс видеопризнания в любви. К сожалению, работ было не так много, ну, может быть, потому что сейчас лето, но те, кто приняли участие, они были очень рады, потому что у нас главный приз был — это путевка на Ленские столбы. О, ну здорово. Да. Вот как раз мы такие победителя конкурса только что вот смотрели. Да, очень такой трогательный ролик прислали. Да. Ну вот какие мероприятия? Сейчас у нас еще идет Год матери. Какие-то мероприятия в рамках пропаганды семейных ценностей в этот год проводятся, которые не проводились, может быть, ранее, в прошлые года? Ну, именно вот в этот год мы запустили проект «Свой личное управление ЗАГС». Это многодетные мамы управления ЗАГС. Мы каждый месяц рассказываем о мамочках, у которых у нас есть такие мамы, у которых 5 детей, 4 ребенка, 3. То есть среди работников ЗАГС очень много многодетных мам, да. И вот сделаем к концу года буклет, там будет порядка 15, наверное, мам. Это такой пример. Да. Ну, а так мы выпускаем раз в 2 года вот книжку, я принесла показать, «Золотые семьи Якутии». Это уже 7-й выпуск. Это вот этого года получается? Да, в начале года мы вот выпустили, презентовали. Но я думаю, многие жители республики уже знают об этой книге. Вот. Ну и про чествование я уже говорила. Мы вручаем каждой паре, кто прожил 50 и более лет, знак «Семейная доблесть» и приветственный адрес главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева. Да, кстати, вы упомянули, что по линии Минтруда идет вот награда семей, которые 50 лет прожили. Это, как бы, наверное, подтверждает лишний раз, что семья, в первую очередь, это большой труд, а не просто так что-то. Но вот говоря про семьи, про брачные союзы, какова статистика в республике? В этом году, может быть, уже как бы намечается тенденция, что больше браков, чем вот в те же ковидные времена? Да, такая тенденция намечается. Вот если сравнить последние 3 года, но вот первый пандемийный год был 2020, там было зарегистрировано на 460 пар меньше, чем, например, в прошлом году. Сейчас уже идет опять рост, уже почти на 100 пар больше. Это вот по состоянию на полгода вот этого года. Ну и надеемся, что к концу года сейчас впереди свадебные самые месяцы, июль, август, сентябрь, поэтому думаем, что количество пар увеличится. Они прям все-таки официально самые свадебные, да? Да, и вот мы когда готовились, посмотрели статистику, вопрос такой: как вы думаете, сколько лет самому зрелому жениху республики нашей? Примерно. Я, конечно, пальцем в небо ткну, но давайте попытаюсь угадать. Пускай это будет в промежутке 60-65. Ага, чуть больше, 82. Да. А самой зрелой невесте 76. Ничего себе, ну любви все возрастные покорные, не зря говорят. Вот, ну поговорим про работу ЗАГСа. Вообще сейчас развивается очень сильно цифровизация, цифровые технологии новые. В связи с этим, может быть, какие-то новые услуги сегодня может предоставить ЗАГС именно, то есть помимо бракосочетания, там, записи и регистрации ребенка? Да, но вот в последние годы вы знаете, что развиваются госуслуги очень. У нас сейчас получить акт гражданского состояния, ну там, о рождении, о браке можно не только в стенах органов ЗАГС, но еще можно получить через госуслуги портал и в МФЦ. Это очень удобно гражданам. Ну, МФЦ, вы знаете, развивает по принципу одного окна. Да, вот надо сказать, что за вот эти полгода где-то 36% граждан зарегистрировали брак, пользуясь путем подачи заявления через госпортал. Это, в принципе, хорошая статистика, потому что в предыдущие годы, когда только все это развивалось, у нас были небольшие проценты. Поэтому мы очень рады. То есть, ну, может быть, я неправильно понял, то есть сегодня, в принципе, можно через госуслуги подать заявление на регистрацию брака, а то же самое заявление в том же МФЦ забрать? Или... И в МФЦ тоже можно подать.
и там, и там. Ага. То есть мы расширяем круг и в ЗАГСе, и в МФЦ, и на портале, но преимущественно... Зарегистрировать брак стало доступнее. Запомните это. Ну вот, другая тема, связанная с семьей, это, конечно же, любое логическое продолжение семьи, точнее, логическое продолжение любой семьи — это дети, и часто у родителей возникает вопрос, по своему опыту знаю, как назвать ребенка. Что можете сказать, какие популярные, может быть, редкие имена нынче, ну, скажем так, в тренде, какие дают новорожденным? Да, ну вот мы вывели статистику за июнь, например, да, по-прежнему остаются популярными женскими именами. Это София, Милана, Виктория, Валерия, Ева, Алиса и Амелия. Да, среди мальчиков также держит популярность имя Артем, Марк, Александр, ну это Александр во все времена, по-моему, такое имя было. Да, Лев, Владислав, Даниил, Максим и Мирон. Это популярные имена. А вот редкие я вот себе заметочку сделала, потому что они такие редкие, что вот не запомнишь. Ну, среди девушек, например, это Афина, Габриэлла, Джиневра, Жасмин, Нинабель, Тея и Хая. Да, а у мальчиков это Алмаз, Гарри, Ион, Леон, Марсель, Мир, Эдгар, Эрнис. Очень интересное имя. Юджин. Ну, на самом деле очень редкие, так да. Как-то даже непривычно слушать. Светлана, спасибо вам большое за эту беседу. Ну, будем надеяться, что институт семьи будет развиваться и дальше, и вы непосредственно свои силы туда приложите. Желаем успешной дальнейшей работы и, конечно же, спасибо еще раз за беседу. Хорошего вам дня. Вам. Ну, а прямо сейчас я передаю слово нашим коллегам из информационной службы, которые познакомят нас с последними новостями. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Якутская офтальмологическая больница провела для жителей Амгинского района операции по удалению катаракты. Заречные районы, в том числе и Амгинский, не имеют круглогодичного транспортного сообщения. Это существенно ограничивает свободу передвижения. Человеку, имеющему проблемы со зрением, крайне затруднительно проделать и без того сложный путь до столичной больницы. В связи с этим администрация района и центральная больница договорились организовать выезд бригады в составе врачей-офтальмохирургов. Благодаря им прооперированы 45 пациентов. После осмотра и после выборки пациентов оказалось у нас количество пациентов больше, чем мы ожидали. Поэтому попросили офтальмологическую больницу организовать выезд бригады в составе врачей. Все пациенты очень довольные. И после операции они наблюдаются в течение 3-4 часов. И если состояние удовлетворительное, то мы сразу выписываем их домой. Чествуя лучших, глава республики вручил выпускникам, сдавшим единый государственный экзамен на 100 баллов, сертификаты на 100 тысяч рублей. Всего по республике 100 баллов получили 23 работы 21 ученика. Двое ребят получили эту высочайшую отметку сразу по 2 предметам. Им вручили по 2 сертификата. Напомним, указом главы республики учреждена единовременная выплата 100 тысяч рублей выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Это решение принято к столетию якутской автономии. При этом Айсан Николаев отметил, что считает целесообразным продолжить такую форму поощрения. Встречаясь с столетием нашей любимой республики, Айсан Сергеевич Николаев, наш Илдархан, сегодня наградил наших детей. За последние годы это очень хороший результат наших детей. Мы знаем, что наши дети, сегодняшние выпускники, не смогли сдать основной государственный экзамен, и они были, конечно, подготовлены только к этому году. Поэтому результаты нас, учителей и родителей, очень радуют. Нюрбинские художественные гимнастки намерены заявить о себе в ближайшее время. В районе этот вид спорта только начинает развиваться. Девочек от 3 до 7 лет тренирует молодой специалист Центра дополнительного образования «Авокадо» Мария Александрова. Под ее руководством тренируется 78 девочек. Для начинающих гимнасток на днях завершились тренировочные сборы с индивидуальными и групповыми тренировками под руководством главного тренера сборной республики по художественной гимнастике Татьяны Шишигиной. Именитый тренер научила детей работать с предметами, такими как обручи и мячи.
Я постаралась дать основу технике, вот, и чтобы у детей была возможность уже на соревнованиях представлять какую-то уже полноценную программу, я составила упражнения с обручем, такой соревновательный вариант, и упражнения с мячом. Вот, и дальше им предстоит это все выучить, отрабатывать, вот, много-много повторять, и ждем их на соревнованиях, и надеюсь, что и где-нибудь они за пределами республики тоже смогут представить свой родной город достойно. На это утро это все новости. Всего доброго и удачного дня. На всей территории Амгинского района начался сбор дикорастущих ягод и плодов. А в летнее время природа Якутии – кладезь витаминов и угощает всех желающих разными видами ягод. Но не стоит забывать, что сбор необходимо начинать в установленные Министерством экологии сроки. При нарушении сроков на граждан может быть наложен административный штраф. Также следует помнить, что на сегодняшний день на территории всей Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Распоряжением номером 18 от 1 июля установлены сроки сборов дикорастущих ягод. С 10 июля сбор земляники и красной смородины. С 8 августа черная смородина, 21 брусника. В случае нарушения сбора сроков ягод граждане привлекаются к административной ответственности. Нарушения выявляются в ходе патрулирования государственными лесными инспекторами. Вообще, Амгинский район – это уникальный уголок республики, жемчужина якутской природы, красивейшая река Амга с ее чистыми прозрачными водами, просторы, Амгинский долин, бескрайние хребты, хлебные поля, гора Короленко, гора Харама, Амгинские столбы, водопады, тихие песчаные косы, плесы и естественные пляжи. Именно это ежегодно привлекает тысячи туристов. И на сегодняшний день туры на Амгу входят в топ самых популярных мест в республике. И вообще, как относятся к этому потоку людей местные жители, узнаем из материала наших коллег. Очень много людей на реке. Это не очень удобно, конечно. У нас самая прозрачная река. Нормально, конечно, но иногда бывают такие гости, которые оставляют после себя очень много мусора, и это не очень хорошо. А так нормально. Относимся в положительном порядке. Люди приезжают, отдыхают, но у нас одно требование: люди должны за собой убираться, не мусорить, оберегать нашу речку, красавицу Амгу. Они у нас тут покупают продукты, потом идут на речку и также оставляют блади. Но так, конечно, нельзя. Нужно убирать за собой. Я отношусь очень положительно, так как каждый год в Амгу приезжает очень много туристов, не только со всей республики, но и с России. Самое главное, чтобы каждый отдыхающий убирал за собой мусор. Я хочу, чтобы в будущем Амга стала туристической точкой, где приезжали все отдыхающие, как в России все каждое лето едет в Сочи, и так, чтобы каждое лето все централизованно приезжали к нам отдыхать в Амгу. Если каждый житель на земле будет выбрасывать мусор в каждой точке мира, то земле будет плохо. Никогда не выбрасывайте мусор на любой точке мира. Приходите домой и там выбрасывайте мусор в контейнерные баки. Пусть наша земля не пострадала. Вот на такой доброй ноте заботы об окружающей среде мы завершаем наш утренний эфир. Берегите, конечно, природу, пусть в душе у вас всегда будет солнце, пусть жизнь будет теплой, день пройдет удачно. Ну а завтра в это же время мы вновь встретимся с вами на телеканалах Якутия-24, НВК, Саха, чтобы снова сказать доброе утро. Ну а прямо сейчас предлагаем насладиться красивейшими видами якутской природы. До завтра.